Картины художника Александра Крабко выделяются среди других. Каждая его работа пронизана любовью к Крыму, его природе и архитектуре, уникальным памятникам старины и исчезающему прошлому. Впервые на персональной выставке под названием «Образ города», которая открылась в библиотеке имени Франко, художник представил свои картины в технике маслом. Маслом я почти не пишу, крайне редко, когда устаю от акварели. И внутри техники я чувствую себя более свободно, чем в акварели. То есть где-то хочется расслабиться, что ли, пофантазировать. Или в том случае, когда зима, акварель писать невозможно, а хочется что-то с натуры. В экспозиции представлены произведения Александра Крабко, создававшиеся в течение почти 50 лет. Особая атмосфера ощущается в работах художника, посвященных живописным уголкам Ялты, Балаклавы, Карасу-Базара, Бахчисарая и его окрестностей. Первая поездка в Бахчисарай в 1976 году на меня произвела большое впечатление. И увидев в таком количестве архитектуру, которая для меня в какой-то степени была непостижима, непонятна. Потом уже начал разбираться. Следующая поездка в Соколино, в Кокос. Начал рассматривать, что это не просто так. Там здесь очень глубокая, очень старая традиция. И строительная, и формы, и художественный образ. В каждом движении мастера оживает история. Яркий свет заливает узкие каменистые улочки, вдоль которых тянутся старинные крымско-татарские дома с яркими черепичными крышами. Художник неустанно ищет укромные уголки, бережно хранящие историю, стремясь сохранить облик старинного Крыма. С поездки в Соколино начинается моя любовь к этой архитектуре. И потом я просто искал по Крыму. То есть это Мухульдур, рядом с Соколином, в Бельбецкой долине. Потом чуть выше Мухульдура, Айргуль и Солнечноселье. Последнее мое открытие – это Атузы, это Шебетовка, там под Карадагом. То есть там сохранилось на сегодняшний день, наверное, 50 домов, все накрыты черепицей. Александр Крабко – один из востребованных и талантливых художников в Крыму. Высокую оценку работам мастера дают не только поклонники его творчества, но и коллеги по цеху. Сашу Крабко я в течение 30 лет, мы как знакомы, и я к нему очень с уважением отношусь. Действительно, он один из таких уникальных художников. В первую очередь я его знаю как акварелиста. Здесь он сегодня выставил масляные работы в красках живописные. То, что я вижу, и то, что участвовал на пленэре, он писал очень интересные старинные крымско-татарские домики, которые, к сожалению, на сегодняшний день многие они исчезают. Это история. Он оставляет историю о наших прадедах, бабушках, которые в свое время строили эти дома. С Александром Петровичем мы познакомились лет 7 назад. И он меня удивил и поразил своей глубиной и широтой мастерства, кругозором и той любовью, которую он любит тот Крым, который был много-много лет назад. Здесь несколько картин моих любимых. «Сумерки». Гармонично вписывается в атмосферу Бахчисарайского района. Это двухэтажный домик, и где-то вдалеке светится окошко. Это настолько оживляет, это дает какой-то стимул и маленькую надежду на то, что рано или поздно в Крыму мы будем видеть это не только на картинах, а реально в жизни. Представлены работы в таком количестве масляных станковых произведений. И, как всегда, и в акварели, и в живописи он воспевает Крым. И меня эти работы покорили. Поразило то, что своей светоносностью, легкостью, прозрачностью цвета, это то, что очень-очень сложно дается. И Александру Петровичу это удалось. Выставка Александра Крабко «Образ города» продлится в библиотеке имени Франко до 1 марта.